Глава Башкортостана Ради Хабиров рабочую поездку по Бурзянскому району продолжил в местности Мурат-Тугай. Здесь расположена знаменитая пещера Шульганташ с известными на весь мир наскальными рисунками. Возраст рисунков в пещере Шульганташ 20 тысяч лет. Год назад глава Башкортостана Ради Хабиров поддержал идею строительства историко-культурного комплекса Шульганташ за счет бюджета республики. Тогда же руководитель региона побывал и в самой пещере. И теперь в мае 2020 года Ради Хабиров на строительной площадке музейного комплекса. Важный факт – стоимость объекта 350 миллионов рублей. Деньги из бюджета республики выделяют в полном объеме и без задержек. Здравствуйте. Как дела? Ничего, хорошо. Слушай, я смотрю, какая красота оттуда, когда едешь. Да, там вид хороший оттуда. Вообще очень красиво. Да. Молодцы. Ну и архитектура хорошая получается. Он очень лаконично с нашим ландшафтом. Ну что? Покажем, наверное, вот генеральный план. Да. Вот это наш проект. Да, это вот президент АНК «Башнефть». Да, очень приятно. Это генеральный план нашего музейного комплекса. Вот видите, здесь музей сам, здесь площадки. И мы планируем, по вашему поручению, планировали здесь поставить эти гостиницы, современные гостиницы. Вот мы их планируем вот в этой части. Здесь вы видите вот... Где вот эти три, где ты покажи? Три это вот на этой улице. А где там? Тут же дома стоят. Там дома стоят, мы хотим, чтобы эти дома убрать, потому что... Да. Вот то есть на месте этих домов? Да, потому что лучший вид здесь, только здесь. Да. Потому что другого места, чтобы гостиницы современные поставить, нету. И они вот на двух уровнях, тут идут дуплексы, а здесь идут у нас 30-40 мест, гостиницы такие, три гостиницы вот такие. Здесь как раз схема показывает. Да, здесь. Обыгрывается рельеф. Два типа гостиниц, это по 30 мест, это двухместная гостиница. При этом с одной стороны двухэтажная, с этой стороны трехэтажная. Нижний этаж с террасой, с видом на воду. Да. Максимально такие. Ну вот, в принципе, общий вид такой получается. Вот гостиница, здесь вот музей, музейный комплекс. Здесь идут торговые ряды, здесь идет визит-центр, да, и сюда идет сейчас, уже пляж. подожди, еще не спеши. Да. Ну вот это музей, так? Да. Торговые ряды где, говоришь? Вот торговые ряды. Вот торговые ряды. А визит-центр это что? Визит-центр это там, где продают билеты. Ну понятно. Да. Продают билеты на пещеру и на музей тоже. Вот здесь можете параллель сразу провести, да, вот музей стоит, вот он стоит. Вот эта улица, вот сейчас вот эти дома. Вместо этих домов торговые ряды, вот визит-центр, там уже заповедник. А с этой стороны вот этот поворот. Это картинка обратно, то есть вот гостиничный комплекс вот с этой стороны. Вот получается, предполагается, такой вид вместо существующего. Сейчас мы стоим вот здесь. Да, все верно. Да. То есть здесь как раз такой пешеходный путь, как раз доходим сюда. При этом по генплану сразу предусматривали сценарий, каким образом. Подъезжают люди сюда, если на автобусах, получается, высаживают туристов здесь, автобус на долгую стоянку уходит сюда, парковаться. Предусмотрели пристань и для катамаранов, как бы все возможные пути доступа сюда предусмотрели. Ну, это примерно так эскиз, как вы видите. Каждый сам, где-то на 30, да? Да, где-то каждый на 30 номеров, предполагаю. Это просто тут питание, проживание, все. Гостиница. Два верхних этажа, получается, гостиница, а нижний первый этаж уже общественные функции. Можно спа может. Можно, да, все верно. Мы вообще предполагаем, что кто-то из них будет, который из них будет центром апитерапии. Здесь можно лечить медом, потому что это востребовано. Здесь бордевой мед, здесь оздоровление. Вот такой центр сделать вообще. Данил, а вот скажи, вот смотри, мне все сейчас вот это мне понятно. Ты делаешь в этом году, так? Это когда ты приступаешь? Это уже на будущие года. Вот мы в этом году заканчиваем вот этот квадрат. А это когда? Это пока мы проектируем, но пока финансирования нет на музей меда. Но на проектирование деньги есть? На проектирование деньги есть, все нормально. А вот это когда сносить начнете и делать? Как договорились с людьми? Это на следующий год. Газиз. Вот здесь как с людьми договорились? Договорились, у них есть полное понимание, согласны, потому что договора у них только до конца этого года. Есть предположение. Но нет, если они хотят сидеть, но за свои деньги на наших условиях построить, не выгоняй их, пожалуйста, пусть сидят.
Но здесь по закону все наше тут же. Наша территория. Но да. тут проблем не будет у тебя? Нет, не будет. Там Там все единственное предложение, Ради Валерьевич, там палаточный городок сейчас. Если мы будем обустраивать гостиничный комплекс около него, то палаточный городок придется переселить. Да, предусмотрели это. Да. Зону покажите, палаточный город. Вот зона палаточного городка, здесь мы Это делаем пока просто. Госфонд, придется с этим решить вопрос. Это Но заранее надо решать. да. Это вы пока решать будете, год-два и пройдет. Сейчас в год идет около 50 тысяч туристов. Но мы предполагаем, что когда построим здесь музейный комплекс, когда инфраструктура хорошая будет, здесь будет в будущем, через лет 5, 200-250 тысяч туристов. А вот это вот, что это такое? Вот это? Это амфитеатр. А, с той стороны. Да. Вот видите, это сцена. Мы хотели, чтобы музей был современный. А внизу там еще какие-то помещения, да? Технические помещения, да. Вот он служит амфитеатром, вот эта сцена. Да, И понял. здесь можно будет проводить мероприятия. На следующий год у нас Апимонди, там другие вещи. Мы сможем что-то? Конечно. Успеешь? Успеем. Здесь почти на 1000 человек хорошая сцена будет. И А у тебя вот это вот внутреннее убранство сделали уже? мы сейчас формируем как раз экспозицию. А ты успеешь? Нет, так надо побыстрее. Успеваем нормально. Но это будет связано еще только с Европой, потому что копии мы делаем во Франции. Если только вот они с пандемией немножко не... Ну, я думаю, пока ты сделаешь проект, пока это... Да. Ну, у нас есть полгода времени. Хасан Крыш. Вот такой будет. Да. Видите, справа амфитеатр. Оригинально. Очень оригинально. Проект очень ребята хороший сделали. Вписывается. Да. У тебя в графике они идут, да, все? Да, все идет. Историко-культурный музей, комплекс Шульган-Таш, визуализация. Здесь внутри есть и на 110 мест конференц-зал, и на 40 мест, и амфитеатр где-то на 700-800 мест. Можно будет тренинги проводить, да? Да, тренинги, концерты. Тренинги, лекции, корпоративные встречи, совещания, что сюда приезжать. Почему я хочу здесь гостиницы поставить? Здесь все есть для этого, а жить негде. Мы хотим, чтобы музей был разносторонний, чтобы не просто музей, а здесь можно было разные конференции проводить, научные симпозиумы, такие вещи. Ну, Добрый день, как у вас? Работаем. Все в графике идет? Да. Вы когда по плану нам должны знать? В конце ноября. Ну, успеваете, да? Да, идем сейчас уже. А это с благоустройством уже должны сдать? Да, с благоустройством. Хотел, конечно, попросить вас немножко о помощи Чего? по водопроводу. А что такое? Евгений Ахмедович говорил, наверное. Мы письмо написали, Ради Валерьевич. У нас здесь немножко небольшая проблема возникает с центральным водопроводом. У них вот в ноябре объекта мы заявились на водопровод на проектирование. Проектирование стоит порядка 36 миллионов. Если включим в РАИП, мы со сроком затянем. И Я могу не успеть потом. Потому что пока будет проект, пока выйдет распоряжение. Вот ты в итоге что просишь? Ты из ФСЦП 3 миллиона просишь, да? 36 миллионов на проектирование из фонда и соответствующий потом на строительство, если можно. Но из ФСЦП или из РАИПа? Из ФСЦП. ну, тут есть такой большой проект, который мы подготовили, в принципе, такой первоначальный. Вот примерно так будет выглядеть. Вот это торговые ряды, вот это визит-центр, сам музей, амфитеатр, музей меда. Пока музей меда, тут встанет вопрос. Если вот водопровод, то надо скважиной. Есть два варианта. Или там, где музей меда, или Наверху, уже да. наверху. Ну, там спроектируем, мы с проектировщиком поработаем, да. Примерно такой проект. В свое время министр культуры России, Мединский, расписался здесь в свое время. Строительство началось в 2018 году, музейный В конце комплекс. 18 В конце 2018 года, да. В принципе, такой. Ну, здорово. Когда проектировать начинали, у нас немножко внутреннее содержание немножко было скромное. Сейчас, если мы такое мероприятие проводим, наверное, надо будет там немножко его усилить, там потолки, оформление, там такие моменты. В смысле, более качественный Более материал? качественный материал, да. Даже не задумывайся, обязательно это делаем. Лучше сейчас вносить изменения. Да, да. Хорошо. Сколько здесь будет человек работать примерно в музее? 40. Да, около 40 человек. Это с рестораном или без? Или... Да, со всеми. Ресторан, потом научные сотрудники, обслуживающий персонал, экскурсоводы, все специалисты, инженерные специалисты. В принципе, сейчас мы обучаем специалистов в Башкирском государственном университете, в наших университетах, геологов, специалистов, биологов. В принципе, мы, когда заходим уже в музей, видим уже свои
Там и конференц-зал свой видим, и лаборатории видим, и кабинеты видим, и экспозицию сейчас выстраиваем. Но здесь, как мы говорили, что мы можем научные лекции, там, Проводить, научные да, мероприятия, общественно-политические какие-то, да, встречи лидеров, такие вот круглый стол. Помнишь, я тебе говорил, чтобы была возможность. Мы сделали экспозицию такой мобильной, его можно будет расширить и там внутри проводить какие-то мероприятия. Вот чтобы круглый стол был, и там человек 30, вот 40 сидел, можно сделать, да? На фоне прям экспозиции мы сделаем. У нас экспозиция будет такая, мобильная экспозиция будет внутри. Здесь можно будет еще выставки проводить других музеев, да, там конференция большая. А пометь еще один вопрос, вот поручение правительству по поводу водопровода, надо тебе разобраться. Они тогда объект не ведут. Ладно? По поводу вот водопровода, ну уточнишь у главы потом, он 3 тебе... миллиона по пирам, да, нету, да? Да. И получается потом... Ну, перед ладно 3 миллиона, но нету 30 этих. 30 там, миллионов на водопровод, да? Потому что сейчас иначе задержится сама стройка. То есть сети не могу сделать. Ну ладно. Так, смотрите. Год назад, когда вы сюда приезжали, на месте музейного исторического комплекса был, скажем так, котлован только. Сегодня уже практически стоит здание большое. 350 миллионов. Большие деньги выделяет бюджет. И несмотря на пандемию, стройка продолжается. Ну, смотрите, я говорил, несмотря на пандемию, мы практически все социальные объекты не сократили. Ряд только спортивных я сократил крупных, потому что, ну, все равно существенные были удар по бюджету, ну и все. Но то, что касается Шульганташа, мало того, что мы не сократили, мы еще уже вторую очередь сейчас смотрим. Вообще план такой, что в середине лета следующего года музей уже примет своих гостей. А тут еще очень много дорога и асфальт. Тут вот мы сегодня осмотрели места для строительства гостиниц, потому что если люди приезжают, они здесь должны и пожить, и переночевать, и спокойно сходить, посмотреть, навести порядок. Тут еще работа на несколько лет, если честно. Ну, дорога осилит предыдущая, и все сделаем. И здесь очень важна еще и социальная составляющая. Здесь же появятся рабочие места. Это все рабочие места. Это все рабочие места. Это налоги, которые здесь будут идти в бюджет. И я вот сразу говорю, что когда мы построим музей, сделаем здесь достойную инфраструктуру, то мне коллеги же из Бурзянского района говорят о необходимости продумать вопрос о туристическом сборе. Поэтому мы потихонечку об этом будем думать. Спасибо большое. Спасибо.